Да, там папины, мамины принцессы девушки, а некоторые мамины воины, да. Ты выйдешь замуж, смотри, мне не выйди замуж, если ты не состоялся как личность, как ты воспитаешь личность. Ну, мой сын должен вырасти, он должен стать лидером. Настоящая курдская девушка с такими мощными принципами. Ahayne gole golamene şehrine leberdemeni gole nadem maledeni az boy gole tem kuştene gole nadem maledeni az boy gole tem kuştene. Добрый день, дорогие друзья! В рамках проекта развития курдского языка и культуры я предлагаю вашему вниманию знакомство с нашей талантливой молодежью, в принципе, и с влиятельными людьми, курдскими деятелями, которые вносят свой вклад, которые делают что-то полезное. Первая моя гостья была спортсменка по художественной гимнастике Рамина Ахмедова. Сегодня у меня в гостях другая спортсменка, курдянка Бено Мусаева. Мы будем говорить о важных вещах, которые есть в мире спорта. И как это не просто быть спортсменом, как не просто быть курдской девушкой-спортсменкой. Да, наконец-то мы увиделись. Задать немножко такой, неудобный, наверное, для общества. Как ты считаешь, женщине вообще в спорте реализоваться, как ей это? А тем более, при нашем менталитете, еще тем более, если ты курдянка. Я реализовалась в мужском виде спорта, да, в очень тяжелом. Во-первых, почему тяжело? Во-первых, потому что я курдянка, да. И сразу, когда ты приходишь, так, ты выйдешь замуж, смотри, мне не выйди замуж, подписываем с тобой контракт, что ты не выходишь замуж. Да, там какое-то определенное время. Потому что о нашей национальности уже такой стереотип сложился, что рано девочки выходят замуж. Или если она не вышла замуж, значит, с ней что-то не так. И мне иногда кажется, что мир вокруг курдов вертится в другую сторону, чем вокруг обычных людей. Нет, это неплохо. И очень много, на самом деле, стереотипов. Я считаю, что женщина должна реализовываться. Любая женщина должна реализоваться как личность. Если ты не состоялся как личность, как ты воспитаешь личность? Для меня это немножко загадка. И мы немного отошли от своих исторических корней, на самом деле. И вообще в целом, как будто у нас здесь в СНГ ход истории, исторического формирования, исторического развития, будто бы он замер. Я знаю женщину-космонавта в США, она курдянка. Да. Девочка, председатель, по-моему, одной из палат Дании, в Европе, правительства в Дании. Да. Я сама знакома с девушкой-диджей. Она из Турции проживает в Германии, и причем она там взрывает ТикТок. Я знакома и здесь с различными девушками. То есть, когда вы пришли в зал, когда стали тренером, первое, что было в контракте, вопрос о замужестве. Даже не то, что когда я стала тренером, когда я и попала в национальную сборную, когда пришла к своему тренеру, уже он серьезно начал заниматься. Я понимаю, это большая, потому что на самом деле тренер делает огромную работу. Он становится не просто тебе тренером, который обучает прием, он твой наставник, и отец, и врач, и, то есть, все полностью он делает, для тебя. И он столько труда вкладывает в тебя. И, чтобы вы понимали, часто тренера это делают безвозмездно, и любой труд должен окупаться. Это как такой стереотип, что я в 17 лет пришла в этот спорт, рукопашный бой, что я выйду замуж, через год, через два, закончу университет, выйду замуж. Но я пообещала, что пока я не стану чемпионкой мира или серьезно не травмируюсь, я не брошу ни свой зал, ни своего тренера, ни этот вид спорта.
Ну, какая сила духа, да, у курдской девушки. Да нет, у каждой женщины. Настоящая курдская девушка с такими мощными принципами. Пришла, сказала и сделала. В результате вы у нас стали. Я стала двукратной призеркой мира по рукопашному бою. Ну, это был тяжелый путь, большая длинная дорога. Я свое слово выполнила. Главное, вы на этом закончился. контракте, да, закончился. Это моя сестренка младшая. Так что имейте в виду, близко ко мне не подходить. Опять же, если возвращаться к родительской жизни, мой отец ведь нарисовал нефтяную карту Курдистана, и да, он передал это АПУ, и есть много кадров, где они сейчас об этом говорят, это исторические кадры. Ну, по крайней мере, у нас дома нету, все это где-то хранилось у кого-то из старших братьев отца после его смерти. Вот. И мама всегда боялась, потому что, я скажу так, что определенные структуры угрожали моему отцу. И она боялась, что он выйдет из дома и просто не вернется. И этот страх, он был в атмосфере. И его вот не передать, я не могу передать словами, когда он выходит из дома, у него была трясучка, что он не вернется домой. А ведь он гениальный был ученый для своих лет. Он собрал машину, условно говоря, в 85-82 году, аналог которой по сей день не могут собрать. А хотя сколько лет прошло. Он был гениальный ученый. И, конечно, ученых всегда преследуют, гениальных, особенно которые выступают за независимость своей исторической родины. Это, в принципе, естественно. И здесь тоже многие пытались его склонять к тому, что он продал бы свою установку, и это было в 80-х, в конце 80-х, начало 90-х, американцам. Тогда вот шла вот эта гонка, кто круче, кто дальше, да, там, между Советским Союзом и Америкой. И он все равно остался верен Советскому Союзу. После развала Советского Союза он остался верен Казахстану. И, понимаете, я как ребенок тех лет, я пропиталась этой энергетикой. И, как говорят же, некоторые, да, там, папины, мамины принцессы девушки, а некоторые мамины воины, да, потому что отца я лишилась 3 года, он скончался, да, так скоропостижно, я была сильно к нему привязана. И вот у меня просто был выбор либо стать как все, либо встать на защиту себя, своей семьи, своих интересов, проецировать в мир что-то хорошее, давать людям надежду. И когда я вижу вот эту обратную связь, недавно мальчик, аутист, звонил мне, мой любимый ученик Амир. Я надеюсь, что он посмотрит этот выпуск искренне. Амир, большой привет тебе, ты большой молодец, я тобой горжусь. Сколько лет Амиру? Амиру 18, но вы знаете, да, что у детишек с особенностями есть определенные особенности. И для меня он такой маленький, 8-летний, 9-летний мальчишка. И вот, но со стержнем и характером. Со стержнем и характером. И знаете, когда он мне говорит: тренер, спасибо за ваши знания, этот мальчишка, которого избивают на улицах по признаку, опять же, того, что он особенный, а ведь я тоже чувствовала себя особенно, не с тем цветом глаз, получается, что волос. Ощущение дискриминации ощущается всегда и во всем. Везде и во всем, к сожалению. Ты девушка — дискриминация, ты спортсмен — дискриминация, какие-то особенности — дискриминация. Что тогда? Каким ты должен быть человеком, чтобы общество видело в тебе совершенство? Или не нужно быть в совершенстве, быть собой? Не нужно, понимаете, совершенство, абсолютное совершенство, вот я как, наверное, человек все-таки близкий к религии, да, я не говорю, что я практикую религиозные практики, но я близка к религии, потому что я выросла, во всяком случае, в мусульманской исламской семье. И я считаю, что вот совершенство — это Всевышний, непосредственно он совершенство. Но тогда у кого есть право осуждать? У кого нет права осуждать, обсуждать. Да, осуждать абсолютно, вы верно сказали, ни у кого нет права. Вот я приведу пример такой. Я же юрист, и мы обязаны изучать теологическое право, потому что так или иначе мы с этим сталкиваемся всю рабочую деятельность. То есть религия, наука всегда вместе должны рядом. идти вместе. И изучая одну из историй нашего пророка Мухаммеда, да, он пересекал дорогу из Мекки в Медину. Вы знаете, да, его родной дядя он был из этого племени, да, курайши. Они закидывали его камнями. И когда он пересекал эту дорогу, он истекал кровью, и он говорил: о Всевышний, вот каждую кровь, капельку крови, которую я проливаю, прости их, пожалуйста. И пусть их потомки будут лучше меня.
пусть их потомки будут лучшими, да, там, точно я не знаю, как это было сказано, но эта история меня настолько задела. То есть, когда нас закидывают камнями, а это вот великий, да, человек, он объединил, скажем так, весь Восток под эгидой ислама. Это был, да, предводитель, и у нас это, да, один из наших пророков, у мусульман. И если у него хватало сердца простить своего дядю, который должен был, после смерти матери же, он же должен был его защищать, ведь наш пророк рос без матери, он должен был чувствовать от него тепло и опеку, а он почувствовал вот это вот, когда от него, если от него отвернулись, то что мы, люди, можем требовать от простых людей, не родственников нам, не дяди, можем только их простить, пожелать им лучшего, их потомству тоже лучшего и пойти дальше. Да, делать то, что тебе предназначено, то, что ты чувствуешь, идти по своему пути. Да. Пусть он будет не такой, как у других, но ты делаешь то, что чувствуешь в своей душе, в своей совести. Да? Это самое главное. Жить по совести. Жить по совести. Да, не наступать никому ни на горло, ни на его путь, ни на его дорогу. Делать то, что ты считаешь нужным. Да, и не бояться осуждения. Потому что если всегда будут судить нас, всегда. Сделать идеально, ну вот, например, условно говоря, многие художники, их же понимали спустя время, да. Ученых, их сжигали. Все-таки, блин, он был прав. Да, сейчас... Зря мы его сожгли, да. Так, отменяем, реплей, перекрутить назад. Не работает, к сожалению. Мы уже его сожгли. Уже все. Да, уже все. Но вот как бы это смешно не было, трагичная ситуация. Но, во всяком случае, по-любому будет преследование гениальных людей, да, там, которые что-то творят великое, которые меняют мир. Потому что люди почему-то со времен еще, когда там начали придумывать бога солнца, там, бога луны, бога грома, они не могли что-то объяснить и придумали что-то, да, добавляли. И такая женщина, костры же горят, такая, ладно, перекрутите, не снимаем это, не показываем, не делайте так. Друзья, мы сегодня пришли в зал к единственной курдянке, которая является чемпионкой мира по рукопашному бою, да? Двухкратной призерка мира, мастер спорта международного класса, мастер спорта по ММА и кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Да, все эти регалии я бы все равно бы не запомнила. Но я хочу сказать, что это большая гордость, когда курдская девушка добилась такого успеха. Скажи, пожалуйста, Бено Мусаева, известная спортсменка, скажи, пожалуйста, когда ты была маленькой девочкой, что способствовало тому, что ты пошла в этот вид спорта? Что стало причиной? Вы знаете, сейчас такой есть тренд, очень классно, да, когда ты себя маленький, ты так обнимаешь. Вот знаете, и есть другой тренд, когда ты у себя, ну, маленький, ты у себя, да, взрослого спрашивают, ты там добился этого, ты сделал это, и все говорят нет. А я понимаю, что вот эта маленькая девочка, да, там, из многодетной семьи, которая выросла в очень большой бедности, но в интеллигентной семье, но в очень бедной семье, я понимаю, что когда она меня спросит, а ты вот исполнила нашу мечту, да? Я скажу, что да. И мечта этой девочки была не то, что там пьедестал чемпионата мира или еще что-то. Мечта этой девочки была безопасность. Потому что в первую очередь эта девочка выросла без отца. Она выросла в очень тяжелое время, когда нужно было постоять за себя. И когда уже шел вопрос не только, да, там, национальный, где со всех билбордов, да, там, газет писали, что курды террористы, там, такие-сяки. Время было неспокойное, да, я 96-го года, 96-й, условно, 2006-й, это криминал в Алмате страшнейший, это бедность. И вот, как я вам говорила, моя мама мне дала выбор, фортепиано или карате, да. Я выбрала карате, я выбрала мир боевых искусств. И да, где-то, возможно, в будущем я немножко пожалела об этом, но это был мой осознанный выбор. Для меня, вот для этой девочки была на первом месте безопасность. И я считаю, что этой девочке, вот этой маленькой девочке, которая выросла без папы, и когда весь мир на тебя, ты не такой, я дала безопасность. Сейчас на эту маленькую девочку никто не может сказать, я это не такая. Уже опасно так говорить. Да, правда. Шучу, ладно. Гуля, расскажи, пожалуйста, о своей первой победе. Сколько тебе лет было?
Первая награда, что ты получила, золотая медаль, бронзовая, и реакция родственников. Вы знаете, во-первых, так как я была из малообеспеченной семьи, я очень долго не выступала. И когда был приоритет между соревнованиями там, и готовиться к экзаменам, я всегда учебу ставила на первое место. Потому что, фамилию позорить не хотелось. Я должна была хорошо учиться, обязана была. И это совмещалось со спортом. Первое мое вот прям серьезное выступление, это, то есть серьезный турнир, это был городской турнир по полноконтактному карате. То есть, сколько лет тебе было? Я уже взрослая была, мне, наверное, было 17-18 лет. И там я вот забрала вот этот кубок. Честно, я решила ничего не приносить с собой, потому что, знаете, каждый раз на интервью прихожу, и вот эти медальки так сидят, и я себя чувствую как северокорейским генералом. Мы тебе верим. Я отправлю вам фотографии, приложу, посмотрите. Так вот, я выступила на этом турнире, и, если честно, я не сказала своей маме. Но она понимала, что я готовлюсь к турниру, я гоняю там вес, у меня 1 или 2 килограмма были разница. Я уже знала своих соперниц, потому что Алмата маленькая, и, в принципе, женский спорт, как и сейчас, не очень развитый был. Тогда это вообще, то есть, вообще 2013, какие-то вот эти года. И когда я выступила, я помню, что вот я выиграла, это еще первый курс университета, юрфака, но у меня был хингал такой хороший. А я всегда же такая пацанка, у меня 2 старших брата, и я так кепку надену. И мама знает, что если я кепку надеваю, значит, что-то не так. Или капюшон на голову, чтобы мама не видела, в общем. А с доторсем делом бывина сейчас, она будет расстраиваться, все-таки я сам младший ребенок, и не хотелось ее травмировать таким образом. Я эту медаль спрятала, завернула, вообще полностью такая захожу, что якобы я пришла с учебы. Все нормально, я не была на соревнованиях, но я выиграла. Мне так хотелось похвастаться, забежать домой и сказать, у меня кубок, первое место, Но я знала, что я приду домой, потому что уже тогда, почему я не выступала под своим именем? Почему мне пришлось поменять имя? Потому что шарме, вот это понятие уят, стыдно. Как это их дочь занимается, мужским видом спорта? Как она вообще будет? И, то есть, вот эти стереотипы все-таки существовали в моей семье. Этого отрицать я не могу. Существовали у родственников, пока не дала первое интервью. И я хотела, чтобы моя мама порадовалась моей семье, но мне пришлось скрывать, а потом, когда они узнали, мама меня долго ругала, и вообще она взяла с меня слово, что это будет последний мой турнир. Обманула. Ты свое слово не сдержала. Не сдержал, не мужик, не служил. Знаешь, Гуля, все равно давай отдадим должное твоей маме, поблагодарим ее. Все равно мы бы не состоялись без наших родителей, без наших матерей. То, что мы имеем, это благодаря нашим родителям. Спасибо. Мам, если ты это смотришь, я тебя люблю. Спасибо, ты классная. Спасибо тебе за все, ты просто супер. Надеюсь, ты это увидишь. Меня по телевизору показывают. Конечно. Мама будет смотреть и будет радоваться, и будет гордиться своей дочерью. Мы тоже гордимся. Скажи, дорогая, как ты успевала совмещать спорт, и еще ты поступила, Куда ты поступила? Как ты закончила? И диплом какой у тебя? Что ты имеешь на сегодняшний день? Я поступила на юридический факультет, у меня были довольно высокие баллы, поэтому мне дали 50% скидку на обучение. Поступила я в высшую школу права «Атлет», в Каспийский университет. Магистратуру также там оканчивала и закончила и диплом магистратуры, и диплом бакалавра. У меня высший GPI, общий балл 4,7 у меня был GPI. И в магистратуре, и в бакалавре. То есть, отлично. И, скажу, не тяжело было это совмещать, потому что, когда у человека горит сердце, ты любишь что-то, ты это изучаешь, ты в это погружаешься. И я понимала всегда, и папа нам всегда говорил, что человек, он цитировал Антон Павловича Чехова, что человек должен прекрасен быть и внешне, и внутри, то есть душой и телом. И, соответственно, он всегда приветствовал занятия спортом. Он сам занимался легкой атлетикой. Папа у меня чемпион Жамбыльской области по легкой атлетике. И также недолго он тренировался, буквально чуть-чуть, он тренировался борьбой, когда был в интернате, проживал. То есть, изначально уже спортивные задатки в нем были. И понятно, что в своих детях он хотел также взрастить любовь к науке и к спорту. И мама наша. Мама играла в волейбол в советское время. То есть, это
как советские люди, все всесторонне, все занимались раньше спортом, зарядкой. Занимались спортом и ходили в библиотеки. Вот это были два основных приоритета, которые были в воспитании детей, людей вообще в Советском периоде. Да. И это, мне кажется, это неплохое было воспитание, да? Читать книги и заниматься спортом. Однозначно был плюс. Но, видите, как бы я была из интеллигентной семьи. С ней изначально просто повезло. Ну и сама у меня была любовь, понимаете, очень много же детей, внуков, профессоров, ученых. Я считала, что у меня должна быть научная степень, потому что мой папа профессор. Поэтому я пошла в магистратуру. Но я любила спорт. И выбрала я юридический тоже не случайно, потому что у меня была вот эта любовь к справедливости, тяга к знаниям. И мне это нравилось. Я вот тоже всегда говорю, была такая книжка по криминологии, есть такая наука, наука о преступлениях. И когда я ее открыла, там написано «Science win», «наукой победишь». И тогда я поняла, что я должна не только на татами побеждать. И всегда учеба была в приоритете. Сначала учеба, потом спорт. Потому что однозначно, если бы мои интеллектуальные навыки были бы ниже моих физических, мне было бы с собой некомфортно. Это правда. И в итоге ты имеешь диплом? Я диплом имею юриста, сейчас обучаюсь на второе высшее образование, потому что, несмотря на мои спортивные регалии, это необходимо. Сейчас я обучаюсь в физкультурном университете, получаю второе образование. Здорово. Учись, учись, учись. Левая нога впереди, а вы подтяните пока. Левая нога впереди. Вы правша или левша? Я вообще правша. Значит, правая рука у вас позади, левая нога впереди. Стойка, мы наносим удар. Левой рукой раз, оп, до конца. Да не бойтесь, ничего не будет. Раз, до конца, проворачивайте руку. Раз и два. А у вас сюда посмотри. Зеркало не хочу разбивать. Хоп, хоп. Да. Спасибо за этот мини-урок. Буду иметь в виду, откуда, какой удар должен быть. Расскажи, пожалуйста, о своей тренерской деятельности. Сколько у тебя детишек, в каком зале занимаешься? И самое главное для меня, есть ли у тебя курдские дети? Ну, это такой, знаете, интересный вопрос. Вообще, в целом, как я стала тренером. Любой профессиональный спортсмен, особенно в таком виде спорта, как рукопашный бой, ММА, ну, у нас, так, знаете, не в почете быть тренерами, когда ты профи, потому что, ну, как это он, да, сиял на пьедестале, а сегодня держит папы, да? К этому немножко трудно относиться. Я пришла в тренерскую деятельность, когда я травмировалась, очень серьезно травмировалась, у меня была серьезная травма, связанная со спиной. Ну, не буду вдаваться в подробности, но для меня это была отправная точка, у меня случилась некая депрессия, потому что когда ты делаешь все хорошо и делаешь все отлично, что-то идет не так, это в любом случае очень бьет по тебе. И для меня светом в окошке стала нынешняя моя ученица, ей 12 лет, она двухкратная чемпионка мира по рукопашке, по ММА. Ее привели в зал. Она видела, как я тренируюсь, она следила за моими тренировками. Это была моя самая большая фанатка. И когда я увидела, что девочки не дают бои, и как ко мне ей приходится драться с мальчиками, я начинала тоже выступать на соревнованиях с мальчиками, да, соперничала. Я захотела заняться этим вопросом, женским спортом, конкретно ей. Сейчас она лицо детского клуба «Динамо» полностью по всему Казахстану. И я сделала из нее двухкратную чемпионку мира. Я сделала из нее звезду. Как ее зовут? Кабдулманат Инкар. Если даже вы забьете в чат GPT, он вам выдаст, что это известная казахстанская спортсменка. Я буду выходить как тренер. Да? Это стало моей отправной точкой. Она из многодетной семьи, как я. И в ней я увидела себя. И дети – это правда жизни. У меня нет своих детей, потому что я считаю, что как и к тренерской деятельности я пришла осознанно, так и к своим биологическим детям я бы хотела прийти осознанно, потому что все-таки я человек думающий, да, сознанием. И в тренерской деятельности мой спортивный навык, да, там 2 национальные сборные по рукопашке, по ММА за спиной, плюс у меня были очень крутые тренера, плюс я была капитаном команды «Динамо». Ну, вот этот весь опыт, он сыграл огромную роль. Сейчас я являюсь представителем ЦХСО «Динамо» по рукопашному бою и ММА. Я организую в этом зале турниры. В этом году у меня появилась такая возможность. Я организовала первый безвозмездный турнир для девочек, бесплатно, полностью.
Я собрала всех девочек и провела турнир по полноконтактному рукопашному бою. Я считаю, что это моя победа. Победа над дискриминацией женщин и победа в целом над всем, что вот этот весь мрак, который творился вокруг, пока я шла сюда, да, на вершину, наверх. С детьми мне нравится работать. Я в них вижу себя. Дети бывают разные. Я и тренировала детей с особенностями. Гуля, я знаю, что ты работаешь с детьми с ограниченными возможностями. Да? Ну, детей, у которых есть какие-то особенности. Расскажи, пожалуйста, про это. Да, у меня есть и были несколько учеников, у которых были ограниченные возможности. Дело в том, что большинство тренеров и в целом федерации, они упускают эту категорию детей. Ведь очень много агрессии в отношении детей с ограниченными способностями. Потому что, как вы уже говорили, когда ты не такой, да, ты, значит, что с тобой что-то не так. Да, вот у нас какая-то, в принципе, среда именно постсоветского пространства, что все должны быть такими нормисами, да, нормальными людьми, с нормальными, скажем так, одинаково одетые, одинаково мыслящие, да, вот эта вот масса. И когда кто-то выходит из этой массы, ему тяжело. Все началось с того, что был мальчишка, он сначала болел астмой, а потом у него что-то тяжелое заболевание. Он был, с детства недоразвитый физически очень сильно, потом другие заболевания, просто очень сложная судьба у мальчишки. Его ко мне привели, когда я только взяла ИНКАР, только-только начала как тренер, и я взяла на безвозмездной основе, потому что его избили. И я начала помогать этому мальчику, ставить ему удар, уверенность. Ну и опять же, видите, там большая идет не только физическая работа, да? Мы не только учим быть крепкими физически, в первую очередь внутри, мы строим внутренний стержень. И очень важно помнить всем тренерам, что в первую очередь мы не несем вот эти медали, кубки. Я сегодня без своих медалей, без своих кубков, как вы видите, без поясов, потому что на самом деле ни одна медаль не определяет меня. Меня, как и ту эту 5-летнюю девочку, про которую я рассказывала, определяет мое сердце. И наших учеников должно определять наше сердце, да, их сердца. Поэтому моя задача, она глубже, моя философия, тот посыл моей идеи, который несу в мир, это глубже. Я хочу заниматься детьми с ограниченными возможностями и давать им возможность соревноваться не по боям, а есть такой раздел самооборона в рукопашном бою. Это демонстрация приемов на скорость. Такие дети в этом жестоком мире должны себя уметь защитить. Я считаю, что вот на эту категорию детей нужно обратить внимание. Совершенно. И я понимаю, насколько ты в своем мировоззрении, если можно применить это слово, радикально. То есть ты стоишь на вот этом, что женщина должна идти вперед, что бояться не нужно, что надо идти за своей мечтой и за своим путем. И я вспоминаю, в этот момент я вспоминаю, когда мне мой племянник сказал: Маты, ты так про язык говоришь, ты как радикал. Вот действительно, да, когда ты хочешь что-то донести до общества, но общество глухо тебя не слышит, ты выглядишь радикалом, правда, да? Таким радикализмом пахнет. Ну, вы знаете, мне кажется, все, что несет сначала изначально свет, а ведь язык – это свет, язык – это основа, через язык мы познаем знания, через язык мы познаем историю, язык – это связующее звено, да, информации. Да. И если люди боятся света, которые привыкли жить во тьме, им нужно дать этот выбор. Потому что как они поймут, что такое свет, если бы они не были во тьме? И, возможно, они никогда не поймут. Вы знаете, у отца есть близкий друг, профессор. Они дружили, я не буду называть имя, потому что, не хочется. Сейчас я скажу такие вещи, которые будут немножко неприятны окружению этого человека. Как-то мы с ним сидели, открыли газеты, мы с ним читали, он ходил там на митинги. Вы знаете, я, сидя у него дома, на секунду ощутила всю эту борьбу курдского народа за язык, за права. Они ходили на митинги, их били, да, здесь у нас их били, и что только там не было. Их забирали в тюрьму на 30 суток профессоров, понимаете, профессоров, которые читали лекции, и они не боялись потерять свой, понимаете, статус, им было без разницы. Почему? Они горели. Почему? Потому что они хотели заявить свое право на свой язык. Они хотели заявить право на свой язык, но я еще раз скажу, не забывайте, чьи это сыновья были. Чьих женщин это дети. Да. Это выстраданные дети, которые
дети этих переселенок, которые держала этого сына, да, когда она ехала в поезде, когда она умирала над этим ребенком, говорила, мой сын должен вырасти, он должен стать лидером. Она не плакала, не говорила, ты мой сыночка, корзиночка, вырастешь, будешь богатым, в золоте купаться. Нет. Я говорила, мой сын вырастет сильным, он будет защитником меня, он меня защитит, он вырастет. И он вырос. Он вырос защищать свою маму, свой язык, свою родину, права, честь. А как ты думаешь, сейчас есть такое поколение? Есть, вот достаточно. Но я хотела бы еще раз назад чуть вернуться к вот этому профессору и темноте. Угу. Я пришла, и я понимаю, что мы сейчас с ним обсуждаем его книгу, которую он не издал. Мы сидим, это обсуждаем. И я вот понимаю, в какой-то момент ходят его внуки, дети, да, то есть в доме движение, потому что это праздник, я честно скажу. Не буду говорить, какой праздник, потому что многие поймут, где я была на эти праздники. И, в общем, это был праздник. И я понимаю, что ни его внук, ни его сын, да, если мы говорим о Курске, да, наследовать, да, там, продолжитель рода, ни его дочь, да, там, ни его внуки, они ведь не понимают, что говорит их отец. Они не понимают его идей. Я повернулась к нему, не буду говорить, то есть с уважением по-курдски сказала, Опу, вы знаете, а как вы живете в такой темноте? Вы знаете, и на минуту вот такое вот понимание, у него, знаете, как будто глаза загорелись, что вы поняли. Он говорит, я выбрал эту темноту, дочка, потому что я безумно любил свою семью. Каково жить в темноте? Он мне говорит, я живу как слепой, а они живут как глухие. Я живу как слепой, я не вижу света, я пытаюсь весь, они живут как глухие. Он мне это на курдском сказал, это красиво, это надо было на цитаты записывать. И я тогда поняла, как важно выбрать себе, вот мы возвращаемся в семью, как важно окружить себя людьми, чтобы твои идеи вот так не лежали на полке, даже если твоя семья идет против тебя. Это классно, когда семья поддерживает, я всегда говорю, вот просто я вас люблю, все, кто поддерживает своих деток, в чем бы вы ни были ваши детки прекрасны, если вы их поддерживаете, просто замечательно, я вас вот так прям через этот экран обнимаю, целую, вы супер родители, продолжайте делать так же, независимо от национальности. А когда все против? Сколько девочек хотят учиться, давайте открыто говорить. Если курдская женщина не была бы настолько эмоционально сильной женщиной, то она бы не шла бы на эту борьбу, понимаешь? Да. Тоже Лейла Зана, Лейла Касым и очень многих других женщин. Они шли туда именно потому, что эмоционально они были сильными. Эмоции их вели туда. А если ты будешь спокойно, как сама волна, так тебе ничего и не надо. Правильно? Поэтому ты сейчас такая. Твои эмоции тебя ведут. Ты не хочешь мириться с этим миром, где к женщине нет уважения. Да, это правда. Не то чтобы даже, знаете, я склонна к тому, что не то чтобы даже эмоции ведут человека. Я эмоциональный человек, но на самом деле я эмоционально сдержанный человек. Я, осознаю, где что я должна говорить, понимаю, что и как говорить, да, я это понимаю. И они также. Но суть в том, что вот вы правы, подавлять эмоции, вы такую тему тонкую, знаете, задали сейчас в моменте, подавлять эмоции. Ведь, да, например, опять вот перейдем к институту того, что стыдно, да, к институту стыда, да, что уят. Женщина, да, уят, если мы говорим с казахского, да. Институт уятменства, что вот это уят, выражать свое мнение уят. И, как сказать, любой человек имеет право на эмоции. Женщина должна распознавать, да, где ей ок, где ей хорошо себя чувствует, например, что она понимает, что это ее. И опять же, видите, образование. Конечно. Как бы, и не только образование. Вот смотрите, я сужу по своей маме. И вот относительно мамы, ведь у моей мамы нет высшего образования, да, и отец, он такой был, он гениальный мужчина, но он был все равно мужчина, такой суровый мужчина тех лет. Моя женщина не может работать, потому что я вот такой крутой, и как это моя женщина может работать, как я вот такой вот сильный, да, такой я мужчина с большой буквы, я там Исайный Норе, и как моя жена пойдет на работу. Это для меня, да, как-то не так. Она всегда любила читать, она училась с отличием. Она по сей день, у нее красивый почерк, она грамотно выражает свои мысли на казахском, на русском. Она говорила на немецком в этой маленькой школе в Чимкенте, да, в деревне. И, как сказать, я поняла, что вот сравнить тех женщин этих, у нас же больше возможностей. Сейчас у женщин больше возможностей.
И женщины, которые родились, как моя мама, 55-го года рождения, у них были другие возможности абсолютно. И они хотели для своих детей и внуков таких возможностей, как у нас сейчас. И вот о чем? Ну, они были другие какие-то, они были настоящие, живые. И опять же, не обязательно иметь высшее образование, чтобы чему-то стремиться или достигать. Достаточно вот этого высшего понимания, как сказать, ощущения, что ты человек, это раз. Два, что ты вот этой нравственности. Мудрость. Вот эта мудрость, да. И они вот это все впитывали. И потом, я считаю, что вот опять же мы возвращаемся к вопросу о песнях. Я знаю, что вы поете наши песни. Это круто. Я всегда там, если попадается, лайкаю, я слушаю, потому что это наша культура. А ведь культура, она же передается через язык и через песни. Правильно. И Абсолютно, 100%. вот теперь вернемся обратно теперь к курскому вопросу терроризма. Вот видите, это мир круговорот, да. Все взаимосвязано. Да. Есть такой фильм короткометражный, называется «Не свисти на курдском». Да. Вы знаете? Нет, не слышала. Парень насвистывает курдскую песню, я, честно, не вспомню, какой-то была короткометражка. Он в тюрьме насвистывает. Ему один раз говорит солдат: не свисти на курдском песню. Второй раз, а третий раз его расстреливают. По-моему, что такое, трагичный конец. И этот фильм, он, по-моему, даже получил какие-то призы, то есть в мире кинематографа. Я глубоко, честно, не изучала, потому что профспортсменка, очень мало времени. Но в любом случае хотя бы интересуюсь. Но тебя задело вот этот момент, что ему даже запретили на курском свистеть, да. Вы понимаете? Да. А что говорить о нашей культуре, о нашем языке, о наших песнях, о нашей истории? И вот теперь, когда вы поете на курдском, и не только вы, другие люди, ведь наша культура тоже через это передается. И потом я бы хотела обратить внимание на говент. Вот такой вот танцем тоже обучайте. Да. Мы держимся за руки, да? Это, то есть, единство. Мы там топаем ногами, да, мужчины, женщины более аккуратно танцуют, да? То есть, это заземление, то, что ты ощущаешь себя землей. Это же глубоко. Конечно. И народ жив, пока жива его культура. Но язык без культуры – это невозможно. Громче, культура тише, не запятая, здесь восклицательный знак. Восклицательный знак, значит, надо поднять голос, попросить, значит, попросить. Понимаете? Это же труд с ребенком, со мной занимались. Я безумно благодарна своей семье, потому что и мои братья и сестры много в меня вложили. И моя мама в том числе. Пой курдскую песню. Ой, нозы. Хорошо не заставляли? У меня голоса нет. Я говорю: мам, я от природы не певица. Замолкай, Курды все поют. Ай, без шерма, ты свидака виновная. Вот. Она реально, представьте, она это прям переживала, эти эмоции. И она всегда говорила: как же, корох молхинке, перде кучи. Да, совершенно верно, хорошая пословица, да. Она всегда говорила: надо дома научить, потом отправить. Ну, имейте в виду, Гульнар, да? Во всем вот своем районе я была единственная, понимаете, семья моя единственная курда. И то, что мы сохранили свой язык только благодаря маме. Потому что она вот так: курманджи мара хаберден. Урси мара хаберден, аз гуй кевенок. Аз урси фабнаком. Тани курманджи. Да кевенандор курманджи хаберден. И мы вот, например, мы окончания не там где-то стали. Она нас ругала, переделала, потому что трудно. Например, я должна говорить на русском, на курдском и на казахском, потому что я прихожу, например, в секцию, там все, соответственно, да, титульные национальности, казахи, пацаны со мной занимаются, некоторые мои тренера были казахской национальности, это, в принципе, абсолютно нормально, мне надо разговаривать с этими ребятами на казахском, потом я выхожу во двор, мне надо играться еще в русском классе, мне надо говорить на русском, я захожу домой, мне надо говорить на курдском. Да, это сложно. Я такая думаю, но это круто, это дало такой классный бэкграунд, потому что ты знакомишься благодаря разным языкам с разными культурами. И во всяком случае, каждый человек, он должен быть благодарен и за свои испытания, и за свои радостные моменты, за все. Вот я ученикам своим говорю, тоже всегда в Инстаграме везде говорю: вы утром проснулись, вот честно, я открываю глаза и подхожу к зеркалу, там умываешься, чистишь зубы, там волосы, да, укладываешь. Я подхожу к зеркалу и говорю: Господи, я тебе, да, о Всевышний Аллах, я тебе благодарен за этот день. Я в этот день пойду с благодарностью. Вот возвращаясь к языку, да, ты говоришь, что мама дома заставляла. Сейчас, пока мы вели интервью, мне позвонил мой ученик Майкл из Томска,
И он попросил, чтобы я о нем рассказала немного. Ему 12 лет, его брату Исмаилу 13 лет, и они недавно пришли на курс курдского языка. Опять же, говоря о языке, да, почему они решили? Потому что в семье хотят сохранить вот это знание родного языка. И, Гуле, скажи, что они спели нам? Они спели песню хорошо, да. Мы ее потом спели вместе. Да. Молодцы. А дальше Хугырчун, Хаволчун, Мазырека, ой ла 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 ла, ой ле ле ле. Он поет, говорит, мои ровесники ушли, говорит. Хугырчун, Хаволчун, Хугыр это ровесники, Хавол это друзья ушли. МЖБВ, да, меня тоже забери, эта девушка поет. А говорит, меня забери тоже. Ты видишь, как это красиво они друг другу в любви раньше признавались. Не было вот этого скриптонита Моргенштерна. Да. Раньше вот классическая такая красивая восточная песня о любви. Классно. Здесь тоже припев нузолчо, як хабузони, пилком дыстрёмора, чучктима, пилком амара дыстрял кломо. Декот калашово лобедара шавьяка 10,000. Ночь одна, а воров 10,000. Его зовут Майкл, и он хочет поймать свою минуту славы. Майкл, Алабеже. Эварбаш, ты Хаби. Я очень рада, что ты позвонил, потому что это время, которое заявлено было на урок. Но у меня интервью, я не успеваю, поэтому ты большой молодец. Человек, который стоит на своих словах. Вот сказал, надо сделать. Правильно? Ты молодец. Ты герой. Да, ты герой моего лайфа будешь. Хорошо, дорогой. Всего хорошего. Пока-пока. У меня еще в гостях был Тарзан Шамил, певец, живет в Краснодаре. И он рассказывает такую историю. Он вырос в Азербайджане. Их было 2 брата и сестра. И каждый вечер, когда они приходили со школы домой, они знали, что им надо говорить на курдском. И если хоть одно слово они говорили по-азербайджански, мама брала их и вот так щипала. Категорически запрещалось дома говорить на других языках, только на курдском языке. Поэтому, когда ты говоришь, что мама с вами не говорила, объявляла бойкот, сейчас что ты можешь ей сказать? Аз Курманджи чого билим? Ари, Карамке. Ари, аз же догозон розивем ж дойков. Аз галеки розиме дой жве. Хун замоне ме, хинкерун ме. Аз же хубрим, пушким, ам шаждороким, шаждори джо бовим дойком. Ам дикат мандур биромте, хун мурадугутun, я мурадугут. Урси хабар медим, хозир хабар медим. Он чо катан андур, чо катан моле. Государство Курманджи. Devlet akademiyeti ungara Kurmanji hazırdan. Malak bun, malo Kurmanji. Rayonome tane yak bun. Gış cinarome, Qaza bun, Kariz bun, Nems bun, her millet bun. Kurmanji. Dahatın mal, tane zaman çakayı kırın, daykam malkapta. Hunca raz gutun. Zaman Kurmanji, zaman نه تنه باف قالویا زمانی دایی کن جن کرمانجی вообще جن گره خبر دا زار خورا کرمانجی خبر دا دایی کامه مرا کرمانجی خبر دا
همجاسو کرمانجی هند بود. مراج چیروکو کرمانجی دگوت چیروکو بای موراس. از 10 سالی بود مرا کتاب بای موراس داد. اون دخادن. او چیروکو بای موراس بود. بای موراس او پالوانه کی سرخوب بود. او کرده. او چیروکی کردایه. دکی او چیروکا رستم زامه نه؟ نه چیروکو رستم زامه. یا چیروکو یا کرمانجا ارمنستانه. بیرام نه. از چوچک بوم که از دخاندم به چیروکی از گروی کتابی ببینم. بیبلیوتека باوی مدایا. از وقتکرم مرا کرمانجی دخاندم. یا ج لاتینی کرمانجی لاتینی. گش لاتینی. اره. برمه چطوری بود از 10 سالی بود از کتاب دخاندم از دیدیتم دا چا دایکو کرمانجا پالوان مزن دکرن دخواستن کوری وانا مزن ون بون دست و ولات خو شو هلدن سوا ولات خو بون پشت ولات مرخاص بون هری شدیوی بون گره از دخاندم مثل خوشم دوات کنگی از چوچک بوم تشتک دا دوز نده بود درز دوز نده بود یعنی از داد کتم در و مددان خیداندنی از هیر دگرتم و دایکام مخیرات دکر از جسو فکر دکرم از برمورازم دایکامش دایکو برمورازه ناجه از هنکی هاوی که بی کیف کتم هیر دایکام روزن کر از جنه خوش واری یالی کاریم از خاطر سریم خلفان نخوش نیده مرا بیرام جو مرا کریه مرا شیر هنگو دایه گفت به ما کارگل که بخه دایکا مرا او هر تشتی مزین اره هنکی دوه دا زار گلید جاخ ناکه دایکا مرا گویخ ناده دا سرزاره او تشتی های دوه نه دایک او یه را یکیه دایک خوده با دایک زمان ام به زمان ام نو کارن زمان گره خوی ام خود نه توکل گره زمان خوب باش بزنن این دید نه راست поэтому я все равно возвращаюсь на русский язык, потому что мы вели эфир на русском языке. Можно я вас перебью? Есть один момент, который мне очень понравился. Недавно вы давали интервью с ТВ. Один момент мне просто понравился, я хотела его записать во все ТикТоки. Знаете какой? Лара Готен Чироков Ближе. Расскажите про себя сказку, да? На курдском Чирок это сказка. Вот я тоже со сказки начала, в этот момент я вспомнила. Гутен Курманджи, Чирок Нине, Дироке. Как же вы красиво! Вот еще мне нравится, что вы тогда, когда вы писали свой словарь, как-то кахель, да, вороной. Кахели, вороной. Да? Я не знала, как будет такое. Да. Гульнар, вы, да, большой языковед с большой буквы. Дай Аллах вам здоровья, потому что благодаря вам, да, такой простой обывательный пакет, где спорт, где курдский язык. Казалось бы, во всяком случае, язык объединяет. Это правда. И спасибо, что вы сохраняете язык. И хотела бы еще подчеркнуть, выразить благодарность, да, ваш дедушка Керем, Рамо Худелеве, Джиджнетве, иншалла, Джиджнетве. Он построил курдскую первую школу в поселке моего отца, откуда мой отец вырос. Это, говорят, маленький Курдистан в Казахстане, Каскабулак. Это поселок спецпереселенцев 1937 года. Дедушка Гульнар, моей сестры Хушкин Гульнар, он построил школу и преподавал курдский язык. И я скажу, что мне так приятно, когда вот такие люди, они мало того, что берут бараки, граны, на самом деле, к сожалению, я скажу так, это очень тяжело. Это не финансируемый язык, это раз. Два, когда половина народа малообразованная, доносить по идее очень тяжело. Вы как свой дедушка, бараки, называли нас.